Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что вас ждет в самое ближайшее время, что с вами случится в самое ближайшее время. Самое ближайшее время — это срок 5-7 дней. Если тема интересна, важна, актуальна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, много событий вышло, много интересных событий, неординарных событий, я бы даже сказала. Так, ну пойдемте с корня рисунка. Здесь сообща вдвоем, в союзе, в группе, в паре, вы с кем-то будете добиваться единой цели. Сразу хочу предупредить, легко не будет. Очень сложная ситуация, непростое дело. Даже будут моменты, когда вам захочется обвинить своего партнера, коллегу, напарника, либо наоборот, ваш партнер, коллега, напарник будет обвинять вас. Знаете, как претензии кидать в ваш адрес, либо вы в адрес этого человека. Воздержитесь от этого, да? Воздержитесь от того, чтобы перекладывать на этого человека вину, если что-то не получается легко и быстро. Если же человек начнет выпады в вашу сторону, старайтесь максимально абстрагироваться и не обращать внимания. Это сказывается стресс, это сказывается напряжение, это естественно, это нормально. Поэтому, мои хорошие, знайте, что сообща вдвоем, через «не могу», через «не выдерживаю», вы своей цели добьетесь. Как раз загаданный срок, вот в эти 5-7 дней, вы путь свой осилите. И то, чего вы желаете, то, чего вы хотите, что является конкретной конечной целью, вы обязательно получите. Пройдя через эту стрессовую ситуацию, через эту сложную ситуацию, вы укрепите взаимоотношения с этим человеком. Вот прям прилипните друг к другу, да, вот увидите, может быть, другими глазами посмотрите, либо на вас кто-то другими глазами посмотрит. Однозначно здесь идет сближение. Если вы в паре с кем-то, да, и вот на вашу долю, на долю жены и мужа выпала какая-то ситуация, вы справитесь и еще лучше и больше будете друг к другу стремиться. Если это, ну, действительно там коллега, либо ваш напарник, напарница, то же самое, понимаете, вот прям дружба на века, на года, на столетия, вот так у вас идет. Так, следующий момент, здесь овечка. Овечкой показали вас. Смотрите, над овечкой очень хитрое существо летает, куда-то ее заманивает, уговаривает, заманивает, сладко напевает. Девушки, кто не в паре, не в браке, остерегайтесь таких липких, манких и многословных мужчин, да, которые живут обещаниями, которые там в уши вам сладенько поют. Остерегайтесь. Человек явно видит вас легкой добычей, легкой жертвой. Есть какой-то замысел, знаете, вот из серии там соблазнить, увлечь, там, постель уложить. Да? Будьте поаккуратнее. Если вы дама взрослая, замужем, например, либо уже в определенном возрастном промежутке, то этот персонаж, скорее всего, будет вас уговаривать на какие-то вложения. То есть траты, вложения, покупки. Да, очень сладко будет вам петь, делать вам 1001 комплимент, там, восхищаться вами. Да, вы красивая женщина, но вы это и без него знаете. Человек очень хитро будет к вам подходить. Вот важно, чтобы вы ему поверили и сделали так, как он либо она хочет. Будьте повнимательнее. Если же вы мужчина,
любого возраста, то здесь ситуация соблазна. Соблазна со стороны женщины. Женщина коварная, женщина способная, знаете, и опоить, и что-то вам в еду подложить, подсунуть. И это не обязательно про магию, это не обязательно про приворот, да, может быть даже какое-то средство, которое вас там, не знаю, усыпит, например, а она сможет вас обокрасть. Да, будьте поаккуратнее. Видите, что женщина возле вас крутится, прям пристает и навязывается. Сделайте шаг от нее подальше. А лучше два, а лучше развернитесь и уходите. Здесь что-то нечисто идет. Остерегайтесь. Дальше, мои хорошие, какая-то напряженка чувствуется. В воздухе будет чувствоваться напряженка в плане информации, в плане новостей, в плане даже каких-то разговоров. Да? Вы можете что-то слышать, либо ваши знакомые вам могут что-то говорить. Какая-то истерика, какие-то страхи, непонимание каких-то процессов, каких-то ситуаций. Чувство такое, знаете, что все вокруг что-то знают, ну, либо не договаривают, либо наоборот как-то специально сгущают краски, наговаривают. Я вас прошу, это уже, кстати, не первое предсказание, которое я вижу вот в плане информации. Вижу, что вы человек чувствительный к информации, но, по крайней мере, вы не безразличный человек. Понятно, если вокруг что-то происходит нехорошее, вы на это реагируете. Там, ваша жизнь, да, может быть под угрозой, там, жизнь ваших детей. Но, мои милые, это все какие-то игры. Понимаете, вот мне идет, что это игры. Игры тех, кто там далеко и высоко, кто, знаете, как правит нами, людьми обычными, ну, не знаю, правительство, там, олигархи всякие. Вот они в какие-то игры играют. Они людей, ну, вот как стадо пытаются этой информацией туда-сюда гонять. Вот. Что делать? Ничего не делать. Не слушать, не прислушиваться, жить своей жизнью, заниматься своими делами, не паниковать, не принимать каких-то необдуманных глупых решений. Живите своей жизнью. Все оно рассосется, и все это неоднозначно, все это мутно. Муть эта вся уйдет, и станет понятно, что был какой-то, не знаю, там эксперимент, например, да, либо людей, наоборот, вот как-то перетасовали, скажем так. Игры. Это игры тех, кто там наверху сидит. Влияют они на людей через, я не знаю, там, информацию, через там, телевизоры, там, радио, интернет, газеты, распусканием там, всяких проплаченных сплетен. Вот это вот оно. Сидите спокойно, живите, занимайтесь своей жизнью. Не обращайте внимания на то, что вот вокруг вот летает, там куски, молнии, гром, там град, да, все это где-то там летает. Отголоски до вас докатываются, но это не с вами, это не с вашей семьей, это где-то там далеко. Вас оно не коснется. Так, еще. О ком-то вы что-то узнаете. Какую-то тайну, какой-то секрет. Причем не идет как какой-то секрет из личной жизни. О каком-то человеке вы узнаете. Ну, смотрите, у одних отыграет то, что у вас есть симпатия. Вот, и человек там долго о себе что-то скрывал, он не договаривал, либо, знаете, как умалчивал, да, пройдет информация про этого человека. Информация, честно скажу, немножко такая судорожная, да, вот прям вы услышите, и немножко не по себе станет. Вот глаз задергается, там, сердце заёкает. Значит, мои хорошие, что у человека в жизни было, то было. Да, бывают такие ситуации, что люди хорошие, люди добрые, но оступился. Ну вот совершил такой вот неприглядный, например, проступок. Человек, может быть, давным-давно раскаялся, да, но все равно как бы это же его история жизни, и топором не вырубишь. Да, вот, конечно, пытается скрыть. Ну, если кто-то знает, обязательно проболтается. Смотрите, мы все с грешком. Да? Вот нет таких людей, которые бы не грешили. Вот их просто нет. Каждый из нас в любой период жизни может допустить какую-то ошибку. Не судите строго. Старайтесь понять и сравнить, вот, как человек ведет себя сейчас, да, вот, какие у него мысли, какие действия, какие поступки. Вот, судить строго за прошлое человека не надо, тем более, если прошло много времени, тем более, если человек действительно ведет себя очень адекватно. То же самое, например, у вас есть какая-то знакомая, знакомый, может быть, даже кто-то из ваших родственников, что-то вы можете такое узнать, увидеть.
Вижу, что как осуждаете вы этого человека, как, знаете, так надменно смотрите и говорите, ну как же так, ай-яй-яй, как вот тебе не стыдно, да, либо как ты с этим живешь. Мои хорошие, опять же, да, все в жизни бывает, все в жизни бывает. И я не вижу, чтобы этот человек был плохим, я вижу, что это какой-то, ну какая-то ошибка, понимаете, как глупость, да, человек совершил глупость, он об этом 100 раз пожалел, а назад уже не вернешь, не отмотаешь, да, репутация немножко подмочена. Не судите строго, да, не судите и не судимы будете, помните об этих словах. Так, а кто-то у меня столкнется, я так понимаю, с сферой медицины, здравоохранения, придется обращаться, может быть, это какие-то плановые визиты, может быть, это какие-то нужды, да, потребности вот, вновь возникшие. Вот куда-то вы будете обращаться. Вижу, что вы несколько мест будете посещать. В одном месте как-то вам ни услугу, ни сервис не окажут. Будете крайне недовольны. Пойдете в другое место, а там вас полечат, а там вас примут, а там вам помогут, успокоят. Знаете, как зарядят позитивом, хорошее назначение дадут, там, диагноз правильный поставят. Вот. Так что если с первого раза что-то не получается, что делаем? Правильно, идем в другое место, ищем своего доктора, ищем своего специалиста и находим. Так, тут не расстраивайтесь. Так, на работе. На работе я вижу, вас кто-то будет очень хвалить, нахваливать. Похвала будет от чистого сердца. Вот кому-то прям, как, знаете, человек не может сдержаться, да, и вот он там во всеуслышание рассказывает, какой вы замечательный сотрудник, либо какой вы просто чудесный мастер, универсал, профессионал. Идет похвала, похвала от чистого сердца. Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, похвалу эту принимайте. Человек, знаете, как такой зачетный критик. То есть человек, скорее всего, уже много людей повидал, человек много уже, знаете, опыта в этом имеет. Человек будет говорить от чистого сердца, от чистой души. Единственное, что меня смущают те, кто вокруг вас, если они все это будут слышать, конечно, тут элементы зависти, моменты зависти, они вот прям на поверхности. Вы прям будете видеть, как кривятся их мордочки, когда вас хвалят. Прям присмотритесь повнимательнее, кто особо сильно кривится. Вот эти люди вам не коллеги, не друзья, а скорее наоборот. Да, противники, соперники, ну, даже, может быть, в какой-то степени враги. Мотайте на ус, будьте с теми людьми поаккуратнее. То же самое, если вы занимаетесь услугами, да, в сфере сервиса работаете, какой-то клиент прям будет вас нахваливать, даст хорошие чаевые, оставит прекрасный отзыв, какую-то благодарность вам там, не знаю, сделает, может быть, подарочек какой-то подарит. Вот очень-очень приятно, очень приятно. Вот вы этого тогда человечка попросите, может быть, ну, какой-то отзыв там словами записать, там, разместите на своем сайте. Пусть все послушают, какой вы замечательный профессионал и знаток своего дела. Так, еще кому-то будет предложение, но это не работа, а скорее какая-то подработка, совсем не то, что вы искали, либо совсем не то, чем вы занимаетесь в повседневной жизни, да, вот то, что является вашей профессией. Подработка связана, я не знаю, может быть какая-то, как помощь, да, помощь, может быть уборка, может быть там, присмотреть за детьми, там, помочь какому-то человеку, там, что-то купить, донести, за кем-то присмотреть, досмотреть. Вот такого плана идет. Мелочь, выглядит как мелочь, но вы, пожалуйста, не отказывайтесь. Вот эта мелочь повлечет за собой в будущем какие-то прекрасные результаты и плоды. Казалось бы, да, плевое дело, что там, подработка на 2 часа, вот кому-то что-то помог, там, за старичком посмотрел, либо там за ребенком посмотрел. Знаете, возможно, вы кому-то поможете, за кем-то присмотрите, а в будущем эти люди могут дать вам чудесную рекомендацию, либо помочь вам в каком-то деле, в каком-то вопросе. Не игнорируйте. Если есть возможность, помогите, сделайте, подработайте, опять же, вам денежку за это заплатят. Пусть это не ваша работа, пусть вы не привыкли этим заниматься, но если есть возможность, пожалуйста, сделайте. Так, еще. Здесь у меня вышел мужчина, который ложится. Вот хочется прилечь, да, что-то болит, как-то себя плохо чувствует. Знаете, как вот отыграется, что мужчина немножко как надорвался, да, вот упадок сил я чувствую в этом мужчине.
Не ругайте, если он не знаю, не идет на работу, либо не помогает вам по дому. Присмотритесь. Может быть, мужчина у вас такой тихушник, либо врачей боится, да, ему плохо, а он вот прям терпит, сидит уже там синий, зеленый, в крапинку, и при этом молчит. Вы ему спрашиваете, что случилось, он молчит. Говорит, да, все нормально, все хорошо. Как-то помощь нужна мужчине, либо обратить внимание на его здоровье, как-то помочь, поддержать, может быть, поухаживать даже за ним. Опять же, к специалисту его отвести. Присматривайтесь. Это может быть и муж, это может быть и там, брат, сын, может быть, да, как-то себя плохо почувствует, но при этом будет молчать. 2 тройки у вас вышло. 2 тройки — хороший знак. Знак того, что люди будут помогать вам, что-то помогать, подсказывать, будут к вам дружелюбны. Причем люди, которых вы знаете, и абсолютно незнакомые совершенно вот там первые встречные, поперечные люди. Прям от людей идет доброта, от людей идет помощь, от людей идут подсказки. В любых видах, в любых формах. 2 тройки, прям, знаете, цифра 33 получается. Хороший, очень хороший знак. Плохого не посоветуют, мимо не пройдут, вот равнодушных рядом с вами не будет. Смотрите, на каждое такое добро отвечайте тоже добром. Вот вам кто-то где-то случайно помог, там случайный человек, помогите и вы кому-нибудь. Там, подскажите, поддержите. Там, видите, там милостыню кто-то просит, ну дайте хотя бы копеечку, либо там кусочек хлеба дайте. Вот, не проходите, за добро платите добром, и вам обязательно воздастся. Так, птица у вас тут очень красивая вышла, на аиста похоже. Аист, который из горизонта пытается, знаете, как вертикаль перейти, вот как будто бы хочется ему вертикальным стать. Но это семья, семейные взаимоотношения. Я не буду вам обещать, что у вас прям все гладко, ровно, идеально. Такого не бывает. Но, тем не менее, в ближайшие дни у вас будут моменты гармонии, моменты взаимопонимания, моменты радости, когда, да, близкие люди вместе находятся. Если были какие-то конфликты в семье, если даже, знаете, как банально не было времени на то, чтобы там посидеть с ребенком, пообщаться, может быть, там с мужем посидеть, поговорить, там вместе провести как-то время. Вот в ближайшем, в самом ближайшем будущем таких моментов будет у вас много. Понятно, что есть соблазн просто чем-то своим заняться, да, там в интернете посидеть. Выбирайте, пожалуйста, своих близких. Вот с близкими, понимаете, вам нужно вот сходиться, сближаться, может быть, такую культуру ввести в вашу семью, что у нас есть время, когда мы без телефона, без всякого телевизора просто сидим и общаемся. Общаемся о том, что у нас было там в течение дня, как кто провел этот день, кто о чем думает, кто какие планы строит. Это нужно, это хорошо. У вас аист пытается встать в вертикаль, то есть это должно в вашей семье, в вашем доме случиться. Конечно, при ваших усилиях, при вашем хорошем положительном примере, да, который вы будете показывать своим близким, ну, пытайтесь, пожалуйста. Выбирайте семью, это важно. Как-то мало дорог я у вас вижу, вот прям, чтобы дальние какие-то дороги, этого нет. Дороги, если и будут, то все привычные, все знакомые. А кто-то, например, уже где-то находится, отдыхает, смотрит мое видео, у вас там одна дорога, там на пляж и обратно. Либо, например, вы на даче, никуда не выходите, в магазинчик сходите и сидите, наслаждаетесь природой. Дороги для вас открыты, никакого напряжения, никаких проблем в дорогах, с дорогами у вас нет. Это хорошо. Так, здесь у вас с левой стороны человек. Человек прям на коне мчится к вам, еще и с флагом. Какой-то победитель, либо всадник, вестник с хорошими новостями. Фишка в том, что этого человека вы совершенно не ждете и даже не догадываетесь, что этот человек появится. Картинка у нас вышла в венце, а это говорит о том, что это будет очень яркое событие для вас в самое ближайшее будущее. Человек возвращается с победой, с хорошим результатом, да, чего-то там добился, получил, заработал, как-то его отметили, да, прям с флагом врывается, без предупреждения, без всяких, знаете, как опознавательных знаков. Радость принесет, прям радость, счастье, удовольствие, смех.
Ну, а кому-то отыграется, ну, действительно придет человек с очень хорошими новостями. Вот что-то вам передаст, отдаст, о чем-то вам сообщит. Опять же, без предупреждения. Просто врывается и вот, пожалуйста, красота. Девочки, у кого есть романтические отношения с мужчиной, самое начало отношений, либо, например, мужчина, ну, допустим, живет в другом месте, в другом городе, либо уехал по делам в другой город, ждите возвращения вашего победителя с хорошим результатом, с прекрасными подарками, с цветами, с романтикой, с любовью. Прям такой сюрпризик вам сделает. Очень чудесно. Так, здесь у меня женщина с петушка щипает перья. Женщина. Но женщина это не чужая, эту женщину вы очень хорошо знаете. Либо это какая-то ваша подруга, либо какая-то ваша родственница. Я так понимаю, что петушок ваш. И вот она от вас что-то щипает, что-то берет. Причем, кстати, очень нагло. Смотрите, вы вот кого любите, я так понимаю, что доверяете всецело, да, с закрытыми глазами. Посмотрите повнимательнее в ближайшем будущем, в ближайшие 5-7 дней, кто этим пользуется. Вот мне вышла женщина, которая потеряла, ну, скажем так, берега, да, уже совсем обнаглела, и вплоть до того, что она этого петушка полностью, ну, себе заберет, да, что-то ваше себе заберет. Ну, доброта добротой, дружба дружбой, там родственные связи, все понятно. Но так, чтобы себе в ущерб, так поступать не надо. Она знает, что она делает. Она знает, и она не ждет от вас отпора. То есть я так понимаю, что это не первая ситуация. А вот так всех петушков своих раздадите, а дальше что будет? А дальше? Здесь надо либо замечание сделать, либо серьезный разговор провести, что так делать нельзя. Да? Мне это неприятно. Мне это неприятно. Почему ты у меня все время берешь, а, например, мне ничего не даешь? Да? Ругаться не надо, но разъяснительную беседу провести стоит. А здесь вас куда-то будут приглашать на какое-то застолье, на какие-то посиделки. И вот один человек прям будет очень настойчив. Ну вот пойдемте с нами, давайте что-нибудь там, я вас угощу, там, либо угощайтесь. Как-то прям чуть ли не за руку вас тащит. Очень, кстати, навязчиво это все будет происходить. Вы прям немножечко так возбудитесь, скажете, что такое, и что маленький ребенок, что вы меня тут уговариваете, да, таскаете за руки, куда-то меня зовете. Девочки, этот мужчина давно к вам неровно дышит, испытывает самую сильную, самую серьезную симпатию. У него выпал шанс немножечко с вами рядом побыть. Вот, и поэтому он будет настолько настойчивый, настолько приставучий, да, вот тащить вас куда-то, приглашать, звать. Скорее всего, у него нет возможности открыто к вам проявляться, то ли он не свободен, то ли вы не свободны. Поэтому вот для него такой шанс. Прям за руки вот берет и тащит вас. Если мужчина вам симпатичен, если вы, ну, например, да, испытываете к нему добрые чувства, да, симпатия, добрые чувства, можете согласиться, ему будет очень приятно, он будет очень галантен, он постарается, ну, не знаю, там выложиться на все 100, чтобы вас и развеселить, и чтобы вы хорошо провели время, и вот, знаете, немножечко с вами пообщаться. Если вы понимаете, что мужчина я не хочу, мне не нравится, ну тогда стойте на своем, разворачивайтесь и уходите. Да? Не соглашайтесь. Так, девочки, вот кому-то муж признается в чем-то. Муж, жених, ваш мужчина в чем-то вам признается. Признается в каком-то своем грешке, в какой-то своей провинности, в каком-то своем нелицеприятном поступке. Будет очень стыдно, будет долго мяться, будет ходить вокруг да около, такое прям напряжение, стрессовую ситуацию создаст. А потом раз вам скажет, а вы такая: вот дурак, да? Что ж ты меня тут пугаешь? У меня уже волосы седые пошли, а ты такими глупостями меня отвлекаешь. Девочки, ну для вас это глупо будет, а для него очень серьезно. Поэтому, ну не знаю, обсудите с ним эту тему, там, поговорите, может быть, там, поругайте его, скажите: ну, в следующий раз так не делай, либо дай мне слово, что ты больше так делать не будешь. Он будет этому рад. Вы знаете, ему так тяжело дастся эта ситуация, он
прям, знаете, как пуд соли съест, да, чтобы вам это все сказать. Ну, конечно, это вот как по-детски, наивно немножечко выглядит, но важно, чтобы вы его выслушали. Главное, чтобы вы его, ну, как-нибудь там, ну, в мягкой форме, может быть, там, вычитали, вот, а потом простили. Вот, и ему будет приятно, и вам будет приятно. И опять же, вы такую хорошую традицию заложите в ваших отношениях, чтобы он перед вами, ну, не знаю, каялся, да, рассказывал о каких-то своих оплошностях. Это хорошо, девочки. Меньше тайн, больше доверия, лучшие отношения. Так, еще... С какой-то женщиной вы будете встречаться, может быть, кстати, и не с одной. В разное время с разными женщинами можете встречаться. С одной женщиной вам приятно и легко, женщина очень хорошая, не знаю, подруга, знакомая, может быть, коллега. Прям вы с ней, ну, как на одной волне находитесь. Очень хорошие у вас тут беседы, познавательные, интересные, наполняющие. А вот вторая женщина, она какая-то такая, знаете, немножко как подвампиривает. Она неплохая, но вот она вампирит вас. Она много говорит, она такая суетливая, торопливая. Может, знаете, как болтать без умолку. Подвампиривает. Вы уж, пожалуйста, там чем-нибудь себя защищайте. Кто-то может себя представлять вот в стеклянной колбе, кому-то булавочки хорошо заходят, да, вот как защита, замочек такой, булавочка, замочек. Она и от дурного глаза помогает, и от сплетников помогает, и, конечно, от таких вампиров помогает. Чувствуете, что вы устали от этого разговора? Не стесняйтесь, так и говорите: я устала, мне там нужно по делам идти, еще что-то делать. Объясняйте, да, объясняйте. Не надо вот стесняться, не надо скромничать. У вас после этой женщины может голова болеть, у вас после этой женщины может быть такой упадок сил, настроение может пропадать, да, вот хочется спать. Вампирит, она вампирит, видно, ей энергии не хватает, вот она тащит с тех, кого она знает. В общем, надо какие-то меры принять, да, вроде как и обижать не хочется, хороший человек, но с другой стороны, ну что же это такое? Вы вот пообщались с ней, и оп, выжатый лимон, такое состояние. Либо общайтесь с ней по телефону общайтесь, это лучше. Так, хорошая новость придет. Знаете, как письмо мне какое-то идет, письмо, может быть, сообщение, там, смс-очка какая-то придет с какой-то приятной информацией. Текст короткий, информация очень приятная для вас. Вы прям читаете и улыбаетесь, думаете, как хорошо, как замечательно, какие хорошие новости. Так, мои хорошие, берегите, пожалуйста, себя. Меньше стресса, меньше ругни, меньше всяких таких настроений пессимистических. Верьте в будущее, идите за своей счастливой звездой и принимайте жизнь с улыбкой. Все у вас будет хорошо. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.